Ставший уже традиционным событием отчетный концерт детского ансамбля абхазского танца «Амцев» в Москве зрители ждут с нетерпением, потому что знают, что увидят как уже полюбившиеся номера, так и новые. Что точно обновляется ежегодно, так это состав. Одни уходят, другие же делают первые шаги в искусстве, поскольку это детский ансамбль. Тем удивительнее, как удается держать такой высокий уровень. Отчетный концерт бывает у нас в конце мая, как бы учебный год с сентября по май. Обязательно каждый год даем отчетный концерт. В том году было десятилетие ансамбля. Вот в этом году, соответственно, уже следующая дата. Но концерт, я думаю, удался, как никогда. Во-первых, за счет, что порадовало, выступали совсем маленькие детки, которым 5 и меньше лет. Они тоже нас не подкачали, удивили. Ну, где-то растерялись, где-то нет. Ну, как бы все прошло на ура. Этого концерта не было бы, если бы не помощь ни родителей, ни каких-то общественных организаций. Все удалось только благодаря им. Лашу я знаю очень давно. Мы с ним работали даже в нескольких коллективах. Я не отказалась от этого предложения поработать с ним в этом коллективе. То есть у меня не было даже раздумий. Он пригласил, я согласилась. Как бы мы друг друга дополняем, помогаем, советуем. И в результате такого тандема получается вот та работа, которую вы видели. В составе ансамбля танцуют дети от 3 до 16 лет. Ансамбль «Амцепс» на сегодняшний день именитый коллектив, обладатель многих престижных международных премий, участник фестивалей и один из известнейших коллективов в Москве. В репертуаре коллектива как абхазские танцы, так и танцы народов всего Кавказа. Таким же многонациональным является и состав самого коллектива. В ансамбле «Амцепс» я занимаюсь с 2015 года, то есть получается 8 лет. Мне очень приятно работать с Лашей Игоревичем. Он человек подмога, педагог. То есть он поможет, выручит, наругает по праву. То есть, если он даже наругает, мы не обидимся, потому что мы знаем, что он делает в наше же благо. А в дальнейшем ты хотел бы заниматься танцами? Да, конечно, в дальнейшем очень хочется, очень хочется, да. В дальнейшем собираюсь еще танцевать. Какой самый любимый танец из тех, что ты исполняешь? Самый любимый танец — это, наверное, горский танец. С первых минут начала концерта зрителей захватывает необыкновенная энергия танцевального искусства. Конечно, обаяние детей, особенно самых маленьких, не может не восхищать. Но секрет не только в этом, а в восхитительной лаконичности каждого номера и четкости его исполнения. Потрясающее впечатление, самое наилучшее. Дети великолепно танцуют. Вот эта энергия, эти костюмы замечательные, блеск в глазах. По-моему, зал совершенно не может оставаться равнодушным, глядя на такое замечательное представление. Я не знаю даже, что может быть лучше. Я получила такое огромное удовольствие, полный восторг. У меня тут мои ученики выступают, и я просто горжусь ими. И прекрасный ансамбль. Я думаю, замечательный руководитель в этом ансамбле. Вот так вот настроить детей, чтобы они так выступали. Самые наилучшие впечатления. В этот вечер зрители увидели, как уже полюбившиеся номера – это абхазский танец, танцы народов Северного Кавказа, армянские девичьи, номер встречи у родника, так и новый – танец махаджиров. Бурные овации сорвали воспитанники Марата Цуцоева. В этот раз солисты выступили в более расширенном составе. Среди них были девочки и совсем юные артисты. Среди зрителей, конечно же, в основном родители и родственники юных артистов. Они смотрят, затаив дыхание, порой удивляются, чему может научиться ребенок в такой короткий срок. Ну, у меня танцуют два племянника в ансамбле, 3 годика и 6 лет. Я пришла вас смотреть, поддержать ансамбль, и, в принципе, вдалеке от родины не хватает кусочка своего, поэтому это возможность встретиться с абхазцами, пообщаться, ощутить себя как дома, при этом находясь в Москве. Это однозначно очень хорошо, так как вдали от родины они не общаются со своими сверстниками, абхазцами, они не видят ту культуру, которая у нас, а именно этот ансамбль позволяет им ощущать себя как на родине, здесь, в Москве. Я хочу поблагодарить Лашу за такую возможность, за организацию. Я надеюсь, что это все будет продолжаться и продолжаться, и уже мы приведем уже туда своих детей,
дети наши своих внуков. По традиции зрителям был показан короткий фильм о создании и становлении ансамбля «Амцепс». Конечно же, главным стержнем и локомотивом всего является его художественный руководитель, заслуженный деятель культуры Лаша Марухба. На вопрос, как ему удается подготовить детей столь блестяще, он скромно улыбается. Как всегда, говорит больше о самих детях, о вкладе родителей. Не забывает поблагодарить главного и единственного спонсора, главу абхазской диаспоры Беслана Агарба. Все это так, но, конечно же, главный секрет успеха – это его личный труд и талант руководителя. Репетиции ансамбля и отчетный концерт посетил полномочный чрезвычайный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квициния. Он высоко оценил проделанную работу и талант участников ансамбля. Гостями концерта в этот раз были московский греческий ансамбль «Лира» и вокалисты Саида Сангулия и Яйнар Ашуба. В финале программы прозвучал гимн ансамбля «Амцепс». Этот год коллектив и его руководители завершили успешно, а впереди новые планы и новые успехи. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы.